Дорогие канашцы, мы начинаем проект «Званый ужин в Канаше» номер 3. И сегодня мы пришли в всеми любимый нами магазин «Планета» с нашим первым участником Коля Михайлов, с которым мы поближе познакомимся во время приготовления его званого ужина для наших гостей. А сейчас мы будем в магазине набирать продукты, которые необходимы для приготовления его званого ужина. У тебя будет борщ украинский. Так, давай. Вот. Хорошо. Для этого, значит, возьмем, достаточно будет одной помидорки. Хорошо. Да, вкладываем. А вот зелень обязательно. Обязательно. Без зелени никак. Сразу Так. возьмем киви. Так, борщ у тебя, видимо, будет из свежей капусты. Так. Вот. Давай, Коля. Вот. Положим в На меня пакетик. смотрит, вот, качанчик. Так, кладем. Складываем. Дальше. Самое Берем интересное то, что в магазине «Планета» Вот, сразу картошечка. Это что, картошка? есть товары Ой. под маркой «Наши». То есть покупай «Наши» чувашская свекла. Вот, по-моему, вот это. Основной ингредиент для салата это у нас будет сайра. Вот Пропарен-то, мне кажется, не нужен или нужен? какой. Все, взяли рис. Далее что у нас идет? Мы сделаем ассорти, там я освоил, там Да, у меня да. что осталось. А сейчас мы отправляемся в секцию, где продают молочные продукты. И молоко, самое главное, нам нужно. Вот. Вот. Ну, замечательно. Это хороший выбор. Да. Потом молоко, это самое, я в молоке размачиваю хлеб, перец, когда фарш сделаю. Это у нас что, помидорка? Да, вот паста. Вот, все. Очень хорошо. Как раз на один. Хорошая вещь, мне она тоже очень нравится. Так, оливки. Ну, все. Там Оливки без взяли. косточки, они могут это, мясо Ну, хорошо. Мороженое, пломбир. ванильный. Просто Мороженое, пломбир, без ничего, ванильное. да? Слушай, Ты знаешь. ты набрал все, что нужно для твоего званого ужина. И для салата, и для твоего борща фирменного, для твоих И для второго. Для второго основного блюда, и плюс еще для десерта. То есть, что и требовалось заказать. Да. Сейчас мы идем к кассе. Да, большой пакет большой нужен. пакет надо Сильно будет. большой. По-моему, все. Или только Да. остались салаты. Да, ну это другой пакет. Взяли мы продукты, Да. и теперь мы будем готовить твой званый ужин. И начинаем мы с чего? Ну, вообще-то надо с салата, но мы начнем с борща. Это самое основное блюдо Хорошо. у нас будет. А салат студенческий там попроще. Потом мы дойдем до салата, я расскажу, что к чему. Так, вот твой борщ. Вначале Основной, и я так думаю, Да. что это, наверное, что-то тоже твое фирменное. Давай, Да. с чего мы начинаем? Что ты ложишь в свой борщ? пока Так. до кипения будем доводить, мы нарежем картошечку с тобой. Картошечку будем резать аккуратненькими кубиками. Давай, Коль, покажи. Запускаем картошку. Тихонечко, тихо. Не ошпарься. Так, еще кто туда идет? Сразу морковку, она сырая. Вместе. Так. Так, ну ладно. Процесс пошел, так скажем, да, Коль? Да, да. Ага, все. Так, а свеклу ты запускаешь? Я попозже, она уже... В конце. О, секрет маленький. Да, вот маленький секрет все-таки Почему, должен значит, быть. вареная вот свекла и морковку варил. Я варил бульон вместе с мясом. То есть мясо вместе с овощами. Понятно. Со О. свеклой и специально с морковью. Чтобы мясо пропиталось вот этим вот соком свеклы еще, чтобы оно Да. обычно до красна мясо. Я вот хочу сказать, что на самом деле я вот тоже, когда варю борщ дома, всегда с мясом пускаю свеклу. Да. Если я хочу Да. получить хороший цвет, насыщенный. Да. Потому что потом мы эту вареную свеклу убираем, Вот и так потом вот ее нарезаем, запускаем. легче резать, ну, в смысле, Да. И шинковать. получается цвет хороший, Да, вкус. цвет, и потом ее, вот, ну, она сейчас уже у нас вареная, мы ее запустим чуть попозже, с фасолью вместе. Хорошо. Вот. У тебя же, видишь, какая изюминка. У тебя же будет борщ-то с фасолью. Да. Фасоль- Следующий ингредиент, который отправится в кастрюлю с борщом, это
фасоль. Она сырая. Почему мы здесь запускаем ее раньше вместе с картошкой? Потому что она сырая, она должна отвариться, провариться. Если бы мы ее отдельно отваривали, то можно было и попозже Ну, запустить. ты ее вымачивал. Все, да, но она зато размочена, разбухшаяся, и она сварится. Прекрасно. Вот. Хорошо. Я- Ну, Не так часто я готовлю борщ, но Я- правильно. самое по главное праздникам. в борщ что? Душу уложить. Ну тоже не я придумал, кто-то, я просто подсмотрел. Ну, он, во-первых, вкусный, и во-вторых, он это самое. Очень быстро готовится. Быстро готовится и не требует, наверное... А если еще есть рис отварной, уже готовый, то туда размешал вот эту вот сайру. Конечно. Что мы сейчас и будем делать. Так, ну вот пусть она парится у нас тут. Жарится, парится. То нам только осталось пожарить на сковородке свеклу. Борщ у тебя украинский, готовый борщ от Коли, нашего знаменитого Коли чуть-чуть Михайлова. приправившись. Коля со своими фирменными котлетами. Что идет в эти котлеты? Мякиш белого хлеба у меня Так, замочил фарш. заранее. Мгм. Замочил. Давай. И вот мы его сейчас вот раз и в фарш покладем для смягчения, чтобы он был сочный. Котлеты были сочные. А отжать мягкие. не надо его Не немножко? надо. Надо. Наоборот. Ну ладно. В этом-то секрет, Это- потому что это твои Ложку фирменные. убери сейчас же, ложку сейчас все руками делаете. Хорошо. Значит, так, перчик. Немножко жидковато получилось. Ничего, самый то будет. А самое главное, Коля, оценит твои гости. Кладем туда кусочек сыра. Придадим им такой красивый вид. Зеленью посыпем обязательно. И украсим их. Какие у тебя огурцы, Коля? Маринованные, Огурчики соленые, с солеными огурчиками. Домашнего Домашнее посола. производство. Вот расскажи, пожалуйста, почему ты свой салат решил назвать студенческий? Может, ты хотел быть не, похожим на кого-то? Обязательно. В свое это не время без были этого. звезды. Вот так, да? О. Значит, во дворец стал ходить в эстрадный джаз-ансамбль. Там даже большие были оркестры. А кто был В те руководителем, помнишь? времена. Воронов был у нас руководитель. Воронов, Анатолий Николаевич. После окончания школы пошел, значит, в училище, да, музыкальное, учили, имени да. Павлова ты закончил, да? Не сразу. Вначале прошел армию. Так, ну понятно, хорошо. Уже После когда армии после армии уже это самое поступил в музыкальное училище. имени Павлова, Чебоксаров. Да, Чебоксаров. По какому классу? Так вот, на класс контрабаса. На класс контрабаса. Ну, я, в принципе, до этого я уже играл, я был по жизни бас-гитаристом. Да, это Поэтому я выбрал этот инструмент хорошо. контрабас. Кстати, как называется ваша группа? ТПП, клуб ТПП. Клуб ТПП, то есть клуб... Потому что понятно. мы организовали совершенно случайно стихийно. Да, мы, конечно, следим за здоровым питанием, но не всегда же мы запускаем майонез, добавляем, только по праздникам. Консервы, само собой, соленые. Сверху присыпем, как желтенькие цыпляточки. Побольше. Жалеем. К этому Молока. Ага. Молочка. Разбавим. Давай, давай, давай. Опа. Цвет какой-то интересный, да? Красивый. Получился такой. Он такой, знаешь, сиреневатый. Ну что, Коля, мы справились. Время 6. Мы идем встречать гостей и угощать будем их с твоим званым ужином. Здравствуйте, долгожданные гости. Как у вас хорошее настроение. Это вам частичку О, ну всё, детства. всё. Ну, всё равно все Улечу в от счастья. душе детки. Спасибо. А это от меня вам такой подарочек, чтобы на память остался. Я хотела вам подарить оберег, чтобы он у вас на кухоньке вашей висел уютный. Ух ты, Чтобы в вашем здорово. доме Ух ты. всегда было изобилие, полная чаша. Классно. Звонок. О, Добрый вечер. Здравствуйте, долгожданные гости. Такие запахи у вас вкусные. Правда? Да.
Чем же нас сегодня будет кормить Николай? Салат студенческий. Ингредиенты: рис, консервы, яйца, лук. Студенческие названия очень интересные. Я думаю, что он ностальгирует по своим студенческим временам. И, наверное, я думаю, что это взято с тех времен, когда он еще учился. На второе. Борщ по-украински от Коли. Ностальгия. Вот. Опять слово ностальгия присутствует. Я думаю, да, он на самом деле очень сильно ностальгирует по своему студенческому прошлому. Третье блюдо. Котлеты фирменные. Мясо, сыр. Названия канашские. Патриот нашего города. Это очень сильно радует. И на четвертое. У Коли коктейль молочный с мороженым и молоком. Ну, в принципе, съедобные ингредиенты, я думаю, будет вкусно. Попробуем, посмотрим. Меню. Салат студенческий. Я думаю, что это будет очень вкусно. Я вспомню те времена, которые совсем недавно прошли, когда я еще была студентом. Рис, консервы, в принципе, неплохо сочетается, да, с яйцом. Наверное, консервы это будут шпроты, я так думаю, скорее всего. Возможно, украшен будет салат зеленью, что мне тоже очень нравится. Борщ по-украински. От Коли. Ностальгия. Ну, борщ это всегда очень вкусно, особенно если со сметаной. Очень люблю наваристые борщи. Прям вот предчувствие. Котлеты фирменные. Мясо, сыр. Сыр. Вау, здорово. Думаю, будет сюрприз. Ожидаю, что котлета при разрезе, она прям вот будет тянуться, и это все, весь сыр будет плавиться и вытекать. Прям в ожидании. Коктейль молочный с мороженым и с молоком. Тоже очень люблю. Надеюсь, молоко, которое я привезла, будет очень-очень кстати. Салат студенческий. Мы все вышли из студенческой жизни. Здесь предоставлен рис, консервы, яйца, лук. Это все вот воспринимается очень легко, большой калорийности, не окладывается на наши бока женские. Мне это приятно. Второе написано тут у нас: борщ по-украински от Коли. Ностальгия. Интересно. Но мне это кажется, в нашей семье очень любят борщ. Но это не по-украински, конечно, но мы попробуем и оценим. Но что ностальгия? Ну, посмотрим. Третье у нас тут предоставлены котлеты фирменные, мясо и сыр. Что интересно, вот мясо и сыр канадские. Это тоже уже приятно, что-то наше родное, краеведческое, наше вот такое. Так, это тоже приятно. Четвертое, коктейль молочный. Коктейль уже приятно, молочный тем более приятно. Я люблю молочные продукты, мороженое, молоко. Очень даже хорошо. Мне нравится это меню. Надеюсь, всем понравится. Ой, какие ароматы. Красивый. Да. Вид красивый. Мне тоже больше бульончик, пожалуйста. Нет, я и густатый тоже люблю. Да вы попробуйте саму гущу. Что Я бульончик, очень люблю еще борщ, водички-то? да, мне гуще. Вы попробуйте. Это пока на тарелке. Ты вообще не увидел его. Фасолинку заметила я Просила? вкусно. Поэтому, Коль, ты Да. говоришь, погуще. Оцениваю. А это что, это кабачок? Где? Это картошка. Картошка. А что на кабачок похоже? У Коли все необычно, даже картошка как кабачок. Может, мерзлая картошка? Нет, она просто окрасилась в цвет этого Свеклы. свеклы, да, поэтому она... да? И овощи Но нарезаны вкус, крупно. конечно, Да. А соли как по соли? Нормально? Нормально, Вот кто хорошо. хочет с перчиком. И мясо. Вот фасолинка попала, что интересно. Мяса очень много, вообще очень густой супчик. А что? Много мяса. Вкусовые качества очень интересные борща. Ну, все, наверное, по-разному варят. Я тоже заметила, что вот именно крупно порезано, не через терку, как мы обычно делаем, именно вручную все это нарезано. Такой И вкус какой-то особенный, я не мужской знаю. секрет у него есть. Мужской подход. Да, Коль, секрет к какой? приготовлению А ты блюда. раскроешь секрет? Коля идет со своими фирменными котлетами, Канашские которые? которые канадские. Котлет с котлетами, Мы подождите. сейчас Вначале салатик есть- будем пробовать, да. Попробуйте салат. Кислинка Да, придает этот, да? Ну, давайте, девочки, пробуйте, оценивайте. А мы Понравилось, не понравилось.
Я ожидала, что будет вкусно, но я не думала, что настолько будет вкусно. Из-за чего? Из-за какой вот изюминки? Из-за киви. Киви все-таки Вот, вы знаете, придает наверное, любой... изюминку. Коля, это вы сами придумали или вам Да, посоветовали? в последний Сам. момент. Да. Нет, майонез. Нет, сметанка вообще самое то. Мне сметана очень понравилась. она Котлеты очень действительно вкусная, потому вкусные. что тяжело Что хочу выбрать сказать. сметану. Действительно хорошая, вкусная. Это Подай, спасибо пожалуйста. магазин «Планета». Вот какой ты кулинар, оказывается, а мы не знали. Котлеты, конечно, Я думала, изумительные. что Я только все ты- съела, видите, ничего не оставил. Такие хрустящие, такие нежные. Вот. Этот Хорошо сыр чувствуется. прожаренные. Прожаренные. Я Вот. думаю, Коль, ты так Нежные прекрасно играешь на инструментах, а ты, оказывается, и прекрасно готовишь. Да, а? не только на инструментах, Ну, я не оказывается. знаю. И кулинар прекрасный. А это ваш образ такой, постоянно ходить в шляпе? Ну, надо быть всегда этим, как говорится, То есть выделяться. оптимистом, а не лысым пессимистом. Вот 3 шестерки на столбе, и сердце замирает. Я на перроне в Канаше, Канаше меня встречает. Ну, здравствуй, город милый мой, земля моя родная. Вдали гордился я тобой, с любовью вспоминая. Вдали гордился я тобой, с любовью вспоминая. Здесь я взрослел, мир познавал, знал каждый закуток. Рыдая, на гитаре струны рвал, и спив глоток. Расправив крылья, пронеслась и юность гордая птица, и любовь меня не дождалась, пришлось мне с ней проститься. Но здравствуй, здравствуй, город мой, я по тебе скучаю. Не расстанусь я с тобой, души в тебе не чаю. Не расстанусь я с тобой, души тебе не чаю. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Название вы даже не догадаетесь. Коля, Сиреневый А туман. мы ясно вам? Вот так. Похоже. Сиреневый туман. Прелесть. Я не догадалась. Даже вишни не дают даже. Да. Я почему-то такое черный ощущение, у меня смородину. даже привкус шоколада Вот мне какой-то тоже как есть. будто бы А это... мне казалось, что черника. Вот видите, Привкус каких-то шоколада. компонент нет. Все еще нахожусь под впечатлением, все очень понравилось. Коля встретил очень радушно, очень гостеприимно. Чувствовалось, конечно, что он тоже немножко волнуется, потому что все-таки он самый первый нас встретил, да, самый первый пригласил в гости, так скажем. Вот. Очень понравилось видеть, да, его увлечение, фотографии на стенах, которые о многом говорят вообще, как о человеке, как о его увлечениях, о том, чем он занимается, да. Много изделий ручной работы я увидела и для себя даже кое-что взяла на заметку.
что касается кухни, да, то, что касается, безумно обалденный был борщ, очень, не, прям вот легкий-легкий, обычно как борщ поешь, да, он тяжелый, это легкий-легкий. Понравился очень салат, изюминкой салата оказался киви, который просто бесподобно дополнил вкус салата, да, и, конечно же, это вот эта вот котлета, настоящая мужская большая котлета, большая порция, с нежнейшим мясом, просто бесподобно. Очень понравился коктейль, правда, он был для меня немножко сладковат, но в целом вкус. Очень долго угадывали, что там в составе, оказалось, что это не смородина и не черника, оказалось, это вишня. Тоже очень-очень все понравилось. Особенный зачет, да, за развлечение, очень понравилось развлечение. С удовольствием приняла участие в нашем квартете, постучала ложками, хотя медведь на ухо не просто наступил, но и четко отплясал. Щечки до сих пор болят от этих улыбок, от этих впечатлений. Просто рука не поднимается поставить балл ниже. Большое спасибо, Коля. Прям по всем параметрам здорово. Так, сегодня мы были в гостях у Николая. В принципе, нам все понравилось. Так, если по меню, вот, салат студенческий, ну, немножко не мои ингредиенты были, те, которые я люблю вообще. Как бы консерва рыбная – это не мое. Больше всего в салате мне понравилось киви. А так, в целом, конечно, салат очень интересный. Борщ был просто отменный. Котлеты были очень вкусные. Ну и коктейль был, в принципе, неплохой. А бомба сегодняшнего дня – это, наверное, было развлечение. Развлечение было очень насыщенным, интересным. Принимали участие все девочки, которые находились сегодня в нашей компании. Мы и танцевали, и играли на инструментах. Было просто весело. Коля молодец. Гостеприимный мужчина, талантливый, неординарный. Сегодняшний вечер мне понравился. И моя оценка за сегодняшний день 80 баллов. Сегодня, конечно, у нас был первый вечер званого ужина, но, как говорится, первый блин, но не комом. Мне очень все понравилось, меню все продумано, тщательно, не глядя на то, что мужчина все это приготовил. Было очень все вкусно, тщательно подготовлено, продумано и очень красиво преподнесено. Вот если взять салат, тоже очень легкий, там ничего такого тяжелый нету, калорийность тоже очень низкая, понравилось салат. Вот. А второе, если взять борщ тоже по-украински, тоже своеобразный. Я готовила совсем другой борщ, но мне этот борщ тоже понравился. Я даже взяла рецепт и буду даже дальше в дальнейшем у себя тоже в практике его использовать. Котлеты были изумительно нежные, вкусные. Я даже не знала, что в котлеты можно добавлять сыр. Тоже буду пользоваться этим. Ну а что и коктейль? Коктейль тоже было очень даже приятно. Я удивлена была, что это, оказывается, вишневый. Я думала, все это черная смородина. Очень было приятно. И моя оценка – это 70. Прошел званый ужин. Неплохо. Угощения мои, я думаю, что понравились. Я очень старался, и вроде все получилось. Какие они могли бы мне оценку выставить? Ну, где-то так вот, скажем, 50, очков 60. Вот Оля дала бы мне 60, Аня 50, Маргарита Филимоновна 70, я думаю. Она так очень восхищена была. Я думаю, 70 очков она мне поставит смело. Ну, это так, под скромным подсчетом. Может быть, больше, кто их знает. Желаю этой передаче хорошего будущего. Вот и завершился первый званый ужин нашего проекта. Коля Михайлов, по-моему, справился со своей задачей очень даже хорошо. Ну, а что ему поставили наши участники, и будет ли он победителем, мы узнаем в следующих выпусках. Участникам проекта номер 3 желаю всем удачи. До новых встреч!